Всем привет, меня зовут Раиса Зубарева, вы на канале Движение за независимость Саха. Я бы сегодня хотела поговорить на тему приближающегося распада Российской Федерации. Не так давно я поговорила с одним очень уважаемым мною человеком, который мне сказал, что большинство жителей Республики Саха не верят в то, что Россия распадется. Они, даже не то, что не верят, они не хотят этого. То есть большинство, по утверждению этого человека, якутян, выступают за федерализацию. Многие также в комментариях пишут, что никакого распада не будет. Но я бы хотела сказать, что, на мой взгляд, распад Российской Федерации – это историческая неизбежность. Кто бы как ни относился к нему, кто-то, может быть, хочет, кто-то, может быть, не хочет, кто-то, может быть, боится этого, да? Но ничего вы с этим сделать не сможете. Это историческая предопределенность, на мой взгляд. Итак, почему я считаю, что распад России неизбежен? Во-первых, как я уже говорила, это такая историческая параллель с Первой и Второй мировой войной. Все мы знаем, что после Первой мировой войны, в которую ввязалась Российская империя, она распалась. Вторая мировая война также привела, сначала привела к холодной войне, а потом уже как итог к распаду Советского Союза. Тогда, по факту, Советский Союз вместе со своим, пусть и неофициальным союзником нацистской Германии, начала эту войну, Вторую мировую. Сейчас Россия развязала, по сути, Третью мировую, и это тоже приведет Россию к распаду. Если кто-то считает, что Китай союзник России, или такие страны, как Иран, например, да, то вы потом будете очень удивлены от того, что Китай, например, экономически, извините меня, поимеет Россию, да? Россия уже находится в вассальном положении по отношению к Китаю. Так что Китай совершенно не союзник России в этой войне. Так же, как страны Ближнего Востока, они тоже не союзники. Посмотрите, что происходит в Сирии, да? Как быстро сирийское правительство, после смены правительства, из изгоев превратилось в любимчиков Соединенных Штатов. Как их там встречали, да? Так что о союзниках здесь говорить не стоит вообще, о союзниках России. Ладно, давайте посмотрим далее, да, почему распад неизбежен. Во-первых, у России нет национальной идеи. Россия – это страна, в которой проживает десятки различных народов. Все они говорят на разных языках, у всех у них разные религии, у всех у них разные традиции, культура, и прочее. Власть России уже какое-то время пытается навязать идеологию, да, такую, как русский мир. Вот все они поют эти песни «Я русский», да. Вот. Но у них не очень вообще хорошо все это выходит. Кроме смеха, с самого начала это все вызывало смех, вот эти песни, да, я тувинец, я русский, я калмык, я хакас, я русский, да. Сейчас, кроме раздражения и даже отторжения, вот этот русский мир, он, конечно же, не вызывает, да, потому что все поняли, что как только кто-то называет тувинцев, саха или, я не знаю, там, бурятов русскими, да, то обязательно этот кто-то, будет обогащаться на территориях этих народов. Обязательно будет подчинять себе эти народы. Вот. Это применительно к порабощенным народам России, порабощенным Россией народам, я бы сказала, да. Применительно же к другим странам, например, к Украине сейчас, русский мир – это, знаете, похоже, это то, чтобы все эти страны, на которые Россия нападает, жили так же плохо, как живет Россия. Русский мир – это не про высокие зарплаты или пенсии. Русский мир – это не про возможность отдыхать за рубежом и вообще не про высокий уровень жизни. Это примерно про то, что сейчас происходит на оккупированных Россией территориях украинских, да, где местное население под дулами автоматов буквально приняли российское гражданство. Сейчас они вынуждены, жители этих территорий вынуждены выживать. Давайте вспомним летний, вот этим летом случился кризис с питьевой водой в так называемой Донецкой Народной Республике. Или давайте вспомним митинги против повышения цен в Крыму после оккупации Крыма.
Там хорошо живут или околокриминальные личности, криминальные личности, да, ну или военные. И нет никаких перспектив для развития. Там закрываются шахты, мы знаем, да, у людей нет работы. Для простых людей жить жизнь на оккупированных территориях очень-очень сложная. Вторая причина для распада – это национализм. Ну, вернее, будет сказать, нацизм. Этот лозунг «Россия для русских», который из года в год повторяется, да, на улицах разных городов, это же нацизм, да, правильно я понимаю? Вообще это парадоксальная ситуация. Россия оправдывает войну в Украине обвинением в том, что в Украине живут нацисты, да, но при этом Россия сама десятилетиями культивирует лозунг «Россия для русских». Этот лозунг «Россия для русских», он очень такой дискриминационный, да, он дискриминирует другие народы, которые имеют такие же красные паспорта. Калмыки, саха, буряты имеют такое же гражданство, как и русские. Вот на этой почве в России очень часто случаются конфликты сейчас. Да? Все мы помним этого ряженого в Папахе, который схватил женщину из Бурятии якобы для проверки документов. С другой стороны, те же саха, калмыки, тувинцы рвутся в Москву, ну, потому что жить в наших республиках достойно нет никакой возможности. Многие русские, москвичи и питерцы, вот таким наплывом в их города, не русских, да, они недовольны. Еще и поэтому, да, были возрождены так называемые черносотенцы, да, в виде современной русской общины. Вообще в таких случаях от них можно ждать чего угодно. От простых оскорблений или проверок документов, да, до нападений со смертельным исходом. Вспомним, как вот недавно в Москве произошел случай, или в Екатеринбурге произошел случай, когда гражданин Азербайджана умер после прихода с проверкой русской общины. Вот. И всегда будут недовольны как в центре, так и в регионах. И таких очагов недовольства будет огромное количество. Никакие силовики вообще не справятся с будущим пожаром недовольства, я вам скажу. Вот. Уже сейчас от всех регионов, от всех практически национальных республик появились национально-освободительные движения, такое как наше движение Саха-Утарсыта. И в один прекрасный момент мы просто хлопнем дверью. Вот еще одна причина для распада – это несправедливое распределение ресурсов. Россия вообще огромная страна. И львиная доля всех денег концентрируется в двух городах – в Москве и Санкт-Петербурге. Москва вообще это гигантский пылесос, который втягивает в себя все бюджетные потоки со всей страны. На одного москвича тратится в десятки раз больше денег, чем на жителя Нерюнгри, например, да, или Алдана, или того же Якутска. Но и результат таких действий, он, конечно же, предсказуем. Уже сейчас мы видим деградацию регионов. Наша республика Саха находится в предбанкротном состоянии, даже уже, можно сказать, в банкротном. Да? Я думаю, что совсем скоро у нас ведут внешнее московское управление. У нас закрываются предприятия, у нас не выплачиваются зарплаты, люди отправляются в неоплачиваемые отпуска. И массово уезжают в центр. В Москву, в Санкт-Петербург, в Калининград, в Екатеринбург, ну и так далее. Такого обеднения и перекоса в сторону центра не выдерживала ни одна империя. Экономическое неравенство рано или поздно превратится вообще в политическое недовольство, особенно там, где люди видят, что центр живет вообще в другой реальности, в другом измерении. Да? Сюда же нужно отнести и сырьевую экономику страны. Россия – это страна, экономика которой практически полностью опирается на продажу нефти и газа. Но у страны нет ни собственной технологической базы, ни современной электронной промышленности, ни высоких технологий, ни вообще какой-либо конкуренции. Даже импортозамещение сводится к тому, что все копируется у зарубежных производителей, причем часто очень неудачно. Вспомним робота-алкоголика, да? Современный мир стремительно вообще уходит от потребления нефти, и когда спрос на энергоресурсы падает, плюс вторичные санкции, вообще плюс те санкции, которые ввел Запад против тех, кто покупает российские ресурсы. Еще 3 года назад все говорили, что в России неизбежен экономический кризис, а сейчас говорят открыто уже о том, что неизбежен крах российской экономики. Но мы это с вами все прекрасно видим. Даже на СВОшников у них сейчас нет денег.
Вот. Следующая, значит, причина – это социальное неравенство. Вообще большая социальная пропасть между элитой и обычными гражданами, между народом. Россия одна из самых социально неравных стран мира. Пенсия простого рабочего едва-едва достигает уровня прожиточного минимума. Минимальная зарплата, она нищенская фактически, да. При этом доходы чиновников и топ-менеджеров госкорпораций растут чуть ли не изо дня в день. Миллионы в день они получают, да, руководство крупных компаний, например, тот же Сечин, глава Роснефти. По итогам 2024 года у него зарплата 18 миллионов с половиной рублей в день. А большинство граждан выживают на суммы, на которые невозможно обеспечить достойную жизнь. Недавно в сети, как такой яркий пример этому, да, недавно в сети преподаватели колледжа искусств в Якутске жаловались на то, что у них зарплата 17 тысяч рублей. Такой разрыв, он неизбежно приведет к тому, что будут социальные взрывы. Я все-таки, несмотря ни на что, считаю, что терпеть бедность можно долго, да, а вот несправедливость, конечно же, долго люди терпеть не смогут и не будут. Вот. Следующий фактор, который приведет к неизбежному распаду, это то, что власть в России сосредоточена в одних руках. Путин находится у власти уже больше 25 лет. По политической конкуренции нет никакой. Страна, целая страна, все 140 миллионов зависят от решения одного человека. И нет никаких механизмов передачи власти. Вот мне интересно, что будет, когда Путин умрет. Вероятнее всего, мы увидим драку за так называемый престол между различными группировками и кланами. Да? Мы еще с вами увидим, как по Москве бегают братки с автоматами. И непонятно будет, кто вообще победит. Что в это время будут делать регионы? Понятно, что какая-нибудь Рязанская область будет ждать нового правителя и особо не высовываться. А Северный Кавказ, республики Северного Кавказа, например, Чечня или Дагестан, или та же Кабардино-Балкария, самыми первыми объявят о своей независимости. И сразу же за ними пойдут все остальные. Башкорты, татары, буряты, мысаха, калмыки, ну и так далее. Сюда же мы должны добавить возраст высшего руководства страны. Путину сейчас 75 лет, Патрушеву 74 года, главе ФСБ Бортникову тоже 74 года, примерно столько же Шойгу. Да? То есть ключевые фигуры в Российской Федерации – это старики, которые выросли и сформировались в прошлом веке. И уже, наверное, выжили из ума, потому что никто в здравом уме не будет нападать на соседние государства и убивать мирных жителей. Стариков, беременных женщин, детей. В тот момент, хочу заметить, да, когда твоя собственная страна буквально голодает. Вообще мир давно уже живет по другим законам. В мире принято экономическое партнерство, в мире принято развитие технологий, в мире вообще сейчас работают глобальные рынки, да? А в России люди не хотят перемен, особенно те люди, которые находятся у власти. Обычные жители, россияне, тоже не хотят особо думать, да, и не хотят брать ответственность за свою жизнь. Вообще россиянам страшно думать о том, что именно они виноваты в том, что Россия сейчас совершает в Украине. Совершает преступления против мирных, безоружных людей. Потому что иначе их мир, это привычное болото, начнет рушиться. Вот. Понятно, да, по какой причине? И да, они понимают, что за все придется платить. В нашем случае Россия заплатит эту цену все равно, рано или поздно. И ценой будет распад. Поверьте мне, от этого станет легче всем. И соседним странам, и республикам, и регионам, и даже самим русским. Потому что, наконец-то, из власти уйдет эта банда чекистов. И деньги начнут распределяться равномерно. На этом все. Всем большое спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки. Очень-очень скоро мы с вами увидимся. До свидания.